столице Башкортостана состоялась презентация второго издания книги «Карате в Республике Башкортостан». Здравствуйте. Именно об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Я представляю гостя в студии. Рустам Максумов, заслуженный тренер России, разумеется, по карате. И один из авторов книги «Карате в Республике Башкортостан». Рустам Шархевич, здравствуйте. Добрый день. Это уже второе издание «Карате в Республике Башкортостан». И если мне не изменяет память, то оно вышло после первого, практически очень скоро. Я бы так не сказал бы, потому что книга после около 5 лет заняла между первым экземпляром и вторым, около 5 лет. Потому что это требует определенного времени, чтобы собрать информацию и раскрыть те, которые мы упустили моменты, которые не дописали в первом экземпляре. Поэтому, чтобы написать, требуется, конечно, колоссальное время и работа. Прежде всего, конечно, время. На сегодняшний день времени, как всегда говорят, не хватает, потому что я так таковой сам тренируюсь, сам занимаюсь, и поэтому надо найти промежуток в работе, чтобы этим еще заниматься. Но потому что упущены какие-то моменты, именно история. Что мы имеем в виду? Книга – это прежде всего история, это, говорят, истина в фактах. Потому что если мы не будем над этим работать, вот те истории, которые сегодня есть, я как-то говорил, как-то в Российской Федерации было 7 книг истории, и я всегда говорил, сделать на одну историю. Не может быть 7 историй в Российской Федерации. Поэтому, чтобы закрепить как-то, эта книга нужна была. Почему? Потому что те, которые дети сегодня будут заниматься и занимаются, мы должны оставить след. И те, которые, скажем, в своих отраслях добивались успеха, потому что спорт же всегда, я говорю, это страна, это представление страны, республики, и это еще патриотизм. Поэтому все это написать надо, как это было, как есть. И для этого должны быть еще те, скажем, герои на сегодняшний день. Эти есть в каком плане, что карате есть, будет, занимается, что-то делают. Все виды, они какие-то, скажем, мы трактуем же виды, футбол, скажем, английский, грубо говоря, там, бокс, там, еще дальше. Есть такое дело. Поэтому мы работаем над этим. Рустам Шархевич, презентация состоялась в Национальной библиотеке имени Заки Валиди, и заместитель директора Рамиля Хасанова сказала о том, что вот именно презентация спортивной литературы в Национальной библиотеке очень редкое явление. Как вы думаете, почему? И нужно ли над этим вообще работать? Вы, в принципе, сейчас частично, конечно, ответили на мой вопрос о том, что нужно оставить свой след, и что никто не приедет за нас и не напишет историю. Но именно в спорте, чтобы каждый описывал свою историю, запоминал ее какие-то, и уж тем более издавал книги, явление очень редкое. Наверное, это прежде зависит от профессионализма, который, правда, хотя есть очень много профессиональных тренеров сегодня у нас в Республике Башкортостан. И, наверное, должно работать над этим еще ведомства какие-то, может, подсказывать надо, да. Вот таким образом, когда мы сделали, я надеюсь, кто-то, посмотрев на это, начнет что-то задумываться, и они в своих отраслях начнут это писать. Потому что очень это важный момент, именно то, что история, а то, что еще воспитание, я уже говорил, да, именно след воспитания. То есть те преемность поколения, как говорили, стахановцы были, а преемность, поэтому он должен существовать. Где мы его можем закрепить? Только в книгах, где-то писать надо, рассказывать надо. Рустам Шархевич, а есть ведь еще современное время. Я понимаю, что в советские времена, в советский период, когда не было ни телефонов, ни гаджетов, ничего-то другого, дети штудировали «Молодую гвардию», Тимур и его команда. Скажите, вот по вашим прогнозам, сколько человек, сколько молодых людей прочитают вашу книгу? Прежде всего, я думаю, прочитают те, которые там очень много фотографий, те ребята, которые через мои руки прошло десятка тысяч детей, они уже взрослые, они приводят своих детей, уже внуки. Поэтому, я думаю, достаточно будет много. Но я хочу сказать, что вот эта современная технология, у нее всегда есть плюсы и минусы. Всегда мы живем в определенном динамике, где, когда я говорю всегда плюс, но у нее минусов тоже много. Если мы сегодня не будем читать, просто и все время смотреть, и я всегда не сторонник, я всегда говорю, это метод ЕГЭ, так будем говорить, да, потому что человек оболванивает, для меня это. Но поэтому ребенок должен думать, его надо раскрывать, его надо возможности.
во всех отраслях. Поэтому чтение – один из методов, я думаю, который будут читать, интересоваться. Мы должны это с садика это делать. Садиковского возраста должны интересовать, что такое чтение. Ну, и вот как бы сказать, это, ну, вроде банальные слова, да? Вроде вот все хорошо, сегодня зашел телефон и открыл. Но завтра не будет работать телефон. Что будем делать? Не будем воспитывать детей? Конечно, надо это делать. Поэтому здесь вопросов никаких нет. Это наша задача взрослых, которые вот такими примерами, показывая, я думаю, мы добьемся чего-то. Все равно надо в этом направлении работать надо. Рустам Шархиевич, в одном из своих интервью вы сказали, почему появилось и второе издание книги «Каратэ в Республике Башкортостан», доработанное, да, оно более красивое. Вы сказали, что многие после того, как вышло первое издание, подходили к вам и говорили: а вот вы про меня не написали, а у меня еще есть вот эти фотографии. Вот после второго издания подходят? Ну, я думаю, не все мы успели. Кстати, вот это после этого издания, вот опять заметили правильно, у меня есть ребята, которые вот, ну, где-то занимались, вот в Бурайском районе парень приходит и говорят, и в других районах, говорят, вот у меня фотографии сохранились. Вы не могли бы, конечно, потому что это довольно сложно. Качество фотографий же есть опять, вот это вот технологии есть, как-то их обрабатывать надо. Не так просто, хочу сказать. Я сперва думал, это так простенько, а это сложности есть. Поэтому, конечно, как бы учитывая вот это качество, я думаю, мы постараемся. Я не знаю, про третий экземпляр я не знаю, но мы стараемся это добавить как-нибудь, наверное, будем думать и над этим, чтобы сохранить эту память, которой ребята же они были, занимались. Это было бы интересно уже. Вы давно планировали вообще написать книгу? Понятно, что вы у истоков каратэ в Республике Башкортостан. Кто бы что ни говорил, но вы именно стояли у истоков развития этого вида у нас в регионе. Сразу, в какой момент вообще зародилась идея написать книгу, и вы вот копили, я так понимаю, информацию, вы всегда что-то записываете при этом, фотографии копите. В какой момент появилась мысль, что вот я напишу книгу? Ну, это не так, наверное, так относительно давно появился. Но есть же у меня привычка писать, да. И у меня есть же ежедневник, я пишу какие-то события или там еще что-то. Это есть привычка такое. Но это пришло, когда я посмотрел, вот когда начинают приходить ветераны, так скажем, старше меня намного, да, определенное время, и которые они были, которые я сталкивался с этими людьми. И потом еще вот эти ветераны уходят, ну, взрослые. Вот Сергей Николаевич Вунш, который один из таких был, создавал еще СССР, они же уходят. Это как-то надо было вот как-то оставить след. Мне когда говорили, да, где? Я говорю, вот так, вот тренируемся, занимаемся. И все-таки это не так давно, так довольно-таки надо было созреть, видимо, на этому. Вот так я уже 40 лет, наверное, мне уже было 50. А когда созрел, я посмотрел на это спустя определенные годы. Да, я думаю, это надо. Почему? Потому что еще, как я уже говорю, те люди, которые были, есть, это касается, еще раз хочу сказать, и таким образом я хочу сказать, в любых отраслях, любых, подчеркиваю, потому что это очень нужная вещь, именно сохранить историю. Не важно какой, история Российской Федерации, история такой, не важен. Поэтому вот она появилась довольно-таки, я скажу так, в зрелом таком возрасте. Не просто так, молодые годы ведь не до этого, нужен результат. И поэтому сегодня и тренируем, как бы какие-то результаты хотим добиться. Но параллельно это мы стараемся это делать. Рустам Шархиевич, ну, для кого не секрет, вы очень мудро относитесь к обстоятельствам, что есть такие, ну вот ваши ученики некоторые открыли свои отделения, свои школы, с кем-то общаетесь, с кем-то не общаетесь. Это тоже жизнь, как вы любите говорить. Да. Это тоже жизнь, по-разному бывает. А вот про тех, с которыми пути разошлись, написали в своей книге? Такого же понимания нет, понимаете? Мы определенным возрастом, определенное мнение всегда меняется. Я как-то всегда говорю, очень сложно объяснять кому-либо, не важен. Это прежде всего за всем стоят люди. Есть люди, в моем понимании, предназначены для определенных вещей. Ну, имеется в виду, как специальность у него есть, там, профессия, он любит это. Но если, когда ты с человеком общаешься, он говорит, если 2 × 2 = 4, если он спрашивает меня 5 раз, почему 2 × 2 = 4, мне сложно будет объяснять, почему это 4, а 5. Но, тем не менее, это наши дети, поэтому мои дети, которые они вышли все практически через меня. И мне приятно, что выходя, они сохраняют это, работают, продолжают.
Это же хорошо. Вы так написали или нет про них? Нет, конечно. Нет, то есть они там есть, как и без этого. Они же есть, они были, они же мои воспитанники. Все, как бы, которые сталкивались в этом отрасли, да, они мои воспитанники. Конечно, они все есть. Нельзя относиться, как бы, скажем, вот такой ребенок, он не зависит от того. Это, вот все это мои. Рустам Шархиевич, где можно будет найти эту книгу? Да, у нас, наверное, федерация, нет вопросов никаких. Федерация карате, которая находится на Менделеева. Можно будет просто посмотреть. Но еще и вы некоторые экземпляры подарили Национальной библиотеке имени Закиль Валиди, где тоже можно прийти и пролистать это издание, и попробовать найти себя. Нет вопросов. Ну, задача у нас не стояла каких-то вот для продажи, еще что-то. У нас вот цели абсолютно такого мы не ставили. И поэтому задача стоит именно сохранить цель или след небольшой в этой отрасли. Рустам Шархиевич, спасибо огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию, поделились своими мыслями, своими впечатлениями. Вообще мы преклоняемся, что вы вот написали книгу, потому что до этого в современном мире, при современном ритме жизни, руки до этого, конечно, не у всех доходят. Но иногда нужно, наверное, остановиться, и вы правы, оставить след в истории. И вот чтобы ее не было шансов переписать, лучше написать так, как было. Спасибо огромное. Вам спасибо. Это была программа «Интервью». Сегодня говорили о втором издании книги «Карате в Республике Башкортостан». У нас в гостях был заслуженный тренер России по карате Рустам Максумов. Спасибо, что были с нами.